Я не буду утверждать, что в системе юстиции все хорошо, но необходимые усилия прилагаются. Если говорить о транспарентности, то каждое решение инстанции размещается на сайте, и любой человек, даже если он не является участником процесса, может ознакомиться с вердиктом. Это что касается открытых судебных процессов, за исключением закрытых. В настоящее время мы хотели бы внедрить электронное дело, когда не только решения, а все материалы дела будут отсканированы, и стороны, участвующие в процессе, адвокаты, прокуроры и так далее, смогут получить к ним доступ. Получится ли внедрить данное новшество, зависит от финансовых возможностей. Посмотрим, каким будет бюджет. Можно говорить об определенных достижениях в плане унификации юридических практик. Очень важно, чтобы по ряду похожих дел применялись одни и те же меры. Конечно, много еще предстоит сделать, резервы есть. Вместе с тем, полагаем, реформирование системы юстиции требует одновременных реформ и в сферах других участников судебного процесса. Я имею в виду прокуратуру и адвокатуру. Конечно, судья несет ответственность за принятое решение, однако очень тяжело объяснить стороне процесса, что адвокат, например, не представил необходимых доказательств. В любом случае, первое впечатление у стороны формируется в отношении судьи, что судья не принял соответствующее решение. В этой связи хочу привести статистические данные. В этом году различными инстанциями было рассмотрено более 250 тысяч дел, и 33% принятых решений были опротестованы. Из них в среднем 17% решений были отменены. Бытует мнение, что люди не доверяют судебной системе. Но если обратить внимание на процент случаев обжалования решений, процент тех, кто не согласен с решением инстанции, то он является очень низким. В целом это нормально. В любой стране, когда принимается решение в рамках уголовного или гражданского процессов, одна из сторон может быть недовольна, и поэтому появляются разные интерпретации. Но самое главное, на мой взгляд, чтобы было принято законное и обоснованное решение. Я могу привести примеры из своей 18-летней практики судьи. Было очень мало случаев, когда стороне было отказано в заявлении, и человек при этом признавал, что я был прав.